Мы приготовим быппах. Очень вкусный и полезный напиток. Быппах популярен у нас в Якутии. Быппах делается с применением брожения молочных продуктов. Нам понадобится сорот. Сорот можно заменить кефиром. Немного кумыса для закваски. Сметана. Обычное молоко магазинское я использую. И сахар. Стаканчик сахара. Примерно 150 грамм. Готовить быппах будем в 3-литровой банке. Я засыпал сахар в банку и залил его кумысом. Дальше добавляем 400 грамм сорота, пол-литра молока и 100 грамм сметаны. Можно готовить быппах и без сметаны. Будет менее жирный. Всего для приготовления 3 литров быппаха у нас уходит 1 литр молочных продуктов. Соотношение сорота и молока можно менять. Если больше сорота, то быппах у нас получится погуще. Если сорота поменьше, то, соответственно, быппах у нас будет более такой водянистый. Теперь наливаем воду. Воды наливаем не полную банку. Надо примерно 1/3 оставить свободной, потому что быппах у нас будет сейчас дозревать, настаиваться. Его в это время надо будет аккуратно перемешивать, и будет идти пена. Быппах простоял сутки. Его надо аккуратно перемешивать, чтобы газ выходил. И потом долить воду до конца 3 литра и разлить уже по бутылкам. Наливаем быппах по бутылкам не до конца. В бутылке надо оставить место, потому что опять будет он дальше созревать и выделяться газ. Вот столько быппаха получилось после разлива в бутылки. Теперь эти бутылки надо закрыть и оставить еще на день. Тогда быппах окончательно у нас созреет. Немного свежего быппаха я оставил в банке, чтобы использовать как закваску для приготовления новой порции. Бутылки постояли еще сутки. Быппах окончательно созрел. Бутылка вот такая твердая. Очень много газа. Сейчас их надо убрать в холодильник на несколько часов. А потом уже очень аккуратно открывать, чтобы вся пена бурно не вылилась. И наш быппах готов. Будем его пить с удовольствием. Очень аккуратно налил быппах в чашку. Он пенится, газ выходит. Это очень освежающий напиток. Надо его пить в прохладном виде. Также его можно использовать, допустим, при приготовлении окрошки. Мне очень нравится в таком качестве. При этом надо учитывать, что получается он путем брожения, как и кумыс, поэтому содержит определенное количество спирта. Конечно, там алкоголь не такой, как в настоящих там напитках, это не пиво. И все-таки не рекомендуется его давать маленьким детям или если вы будете за рулем, потому что он может показать содержание алкоголя в дыхании. Приятного аппетита!